Между тем, якутские холода остаются и главным брендом республики. Туристы не только со всей страны, но и из других государств приезжают к нам, чтобы воочию убедиться о слагаемых легендах про наш холод. Подробнее Галина Чекурова. Известным трендом, который пытаются воплотить в жизнь жители и гости большой республики, является фейерверк из кипятка. Данная забава иначе называется эффект Мпембе, когда горячая кипяченая вода при низких температурах превращается в ледяные кристаллы. Еще одной излюбленной традицией у жителей региона является ледяная композиция, в основе которой лапша быстрого приготовления. Отметим, что блогеры до сих пор с удовольствием соревнуются, чья же башня из лапши будет выше. Пока другие ищут оправданий не заниматься спортом, якутяне, несмотря на температуры в минус 50 и ниже, продолжают играть в футбол на улице. Идея очень проста. Это футбол. Вокруг земного шара куча миллионов, миллиардов любителей этого классного вида спорта футбол. И знаете как? В жару играют все. Зимой играют не все. Идея проста, потому что легко вышел на улицу, ворота, погода и собрал своих друзей. No problem. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы развить, для того, чтобы показать, для того, чтобы сказать людям, что неважно где, в каком регионе, в какой стране ты живешь, а главное, ты играешь в этот прекрасный вид спорта под названием футбол. Футбол на холоде, конечно, очень экстремально, но заплыв в такую погоду в ледяной воде определенно ни в какое сравнение не идет с моржеванием. Отметим, что такие критические морозы наблюдаются впервые за 29 лет. А между прочим, якутские моржи не приостановили свою деятельность. Особенно излюбленным местом жителей и гостей республики в этом году стал полюс холода Оймеконский район. Оймекония – единственное место на Земле с большим годовым колебанием температур, в среднем от минус 62 зимой до плюс 39 летом. Район расположен в зоне вечной мерзлоты, глубина которой составляет более 160 метров. В селе Оймекон находится полюс холода, где была зафиксирована одна из самых низких температур в северном полушарии – минус 71 градус. И именно эта изюминка района привлекает к себе все больше и больше туристов. Даже в таких холодных точках Якутии есть свои моржи, которые каждую зиму не отказывают себе в удовольствии искупаться в реке. Обычно это я делаю ведро воды, ставлю на улице, замораживаю и когда он уже превращается в лед, обливаюсь. Но сейчас это приближается крещенские купания, я начал тренироваться уже на реке. Сегодня минус 50. Четвертый год подряд команда путешественников Arctic Trophy из Перми отправляется на новогодние каникулы в арктические экспедиции. В этот раз они преодолели из Якутска на машине 560 километров через Верхоянский хребет, находящийся в Тампонском районе, и добрались до Оймекона. Полюс холода встретил гостей 62-градусными морозами. Команда решила проехать в Оймекон, чтобы испытать себя на прочность, пройти испытания холодом и насладиться красотами большой республики. Мы посетили сначала Ленские столбы, прошли обряд благословения у шаманки в Якутске. Вот. И потом, поехали через Хандыгу. Ну, честно говоря, я впечатлился, мы все впечатлились. Я знал, что там будет участок гор, там, фотографии видел, но что он будет такой протяженный и такой красивый, конечно, не знаю, это круто. Якутская зима, как бы ни говорили люди, само собой является самой суровой, но в то же время самой красивой. И если есть люди, которые думают, что в нашей республике нечего делать, то с ними могут поспорить тысячи людей не только с Якутии, но и из других стран. Галина Чекурова, Челустан Накентьев. День за днем.